что мы сегодня здесь все пришли к Господу поклониться Ему. Давайте мы откроем свои сердца, будем промолим. Аллилуйя, Господь, Отец Небесный, Господь, наш Папочка, Господь. Аллилуйя, обращаемся к Тебе, Господи, Господи, молимся о Твоем присутствии, Господь. Потому что когда есть Твое присутствие, Твоя атмосфера, Господь, во имя Иисуса Христа, аллилуйя, тогда в этом есть сила Божья. И поэтому мы просим, чтобы Твое помазание, сила, Господь, Твоя истина, Господь, во имя Иисуса, Твоя любовь, Господь, во имя Иисуса текла, Господь. Мы приготавливаем свои сердца, распахиваем эту новину, Господь, убираем всякие камни, всякий ссор, Господь, из Твоего, Господь, чтобы мы не думали, Господь, о чем-то другом, но сосредоточились на Тебе. Благословляем наших чудесных левитов, во имя инструменты все, Господь, во имя Иисуса Христа. Благословляем, чтобы они прославляли, а мы шли за Господом вместе с ними. Господь, благослови звукооператоров, Господь, во имя Иисуса. Благословляем тот, кто снимает все это. Благословляем каждого здесь, Господь, во имя Иисуса Христа. Давайте воздадим Ему славу! Аллилуйя! Давайте будем славить Его! Давайте будем прославлять церковь! Ты готов славить Его? Ты готов Его славить каждый день? Каждый день на устах моих это сладкое имя Иисус. Я не знаю имен других, лишь Его я превозношу. Мое сердце поет, скажи, мое сердце поет на нем. А Спаситель дивно мое. Только Он не дает покой. Его имя всегда со мной, всегда со мной. Я буду славить Господа Христа, я буду
Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя, аллилуйя. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду петь Ему аллилуйя. Давайте воздадим Ему славу. Он достоин. Сегодня новый день. Забываем все старое, простираемся вперед. Сегодня новый день, и я опять посвящаю Бог Тебе себя. Свою душу Тебе занять, я буду частью надежды мира. Я восхищен, что Ты даешь мне шанс быть в Твоих руках живым сосудом. И с каждым днем все больше созидать, ведь Твоя церковь надежда мира. Я отдаю Тебе свою любовь, свои таланты и сердце Бог. Я верен Слову Твоему и пред Тобой пою. Ты надежда мира, Бог. Твоя церковь здесь, мы вместе вновь собраны во имя Твое. Будем вместе мы сиять и Тебе провозглашать царство Твое на земле.
здесь сейчас. В тишине найду тебя, я на вершинах гор. Найду тебя, ищу лицо твое, о мой Бог. Найду тебя, когда я жду, на колени преклоню. Найду тебя, когда молюсь тебе, о мой Бог. В тишине найду тебя, я на вершинах гор. Найду, когда ищу лицо твое, о мой Бог. Когда я жду, когда колени преклоню. Найду тебя, когда молюсь тебе, о мой Бог. Сотвори во мне сердце чистое, дух правый обнови внутри. Дай увидеть мне, Господь, тебя. Возврати мне радость спасения. Тебе укроюсь я. Тебе укроюсь я. Тебе укроюсь я. Тебе, Господь. Тебе укроюсь я. В тишине найду тебя, я на вершинах гор. Найду, когда ищу лицо твое, о мой Бог. Найду тебя, когда я жду, когда колени преклоню пред тобой. Найду тебя, когда молюсь тебе, о мой Бог. Сотвори во мне сердце чистое, дух правый обнови внутри. И дай увидеть мне, Господь, тебя. Возврати мне радость, сотвори на мне сердце чистое, дух правый обнови внутри. Дай увидеть мне, Господь, тебя.
Кто-то Правый обнови. внутри. И дай И дай увидеть мне, Господь, Тебя. возврати мне радость спасения. Аллилуйя! Аллилуйя, Господь, мы славим Тебя, Господь, мы прославляем Твое святое имя, Господь. Будь прославлен и будь возвеличен сегодня во имя Иисуса Христа. Давайте мы Ему воздадим славу, всю честь, всю хвалу. Аллилуйя, Он достоин! Аллилуйя, Он достоин этой хвалы. Аллилуйя! Слава Господу! Садитесь, пожалуйста, в присутствии Божьем. Хотел бы сказать добрый день всем вам еще один раз. И также хотел бы поприветствовать новых людей. Я вижу, здесь есть новые люди, которые первый раз у нас на собрании в Церкви Слова Жизни. Поприветствуем. Аллилуйя, слава Богу. Прибудьте до конца и слышите то, что Бог хочет сказать вам сегодня. Аллилуйя. И давайте мы просто, вы сидите, помолимся за нужды. Аллилуйя. Он уже все сделал на кресте. Иисус все сделал уже на кресте. Просто с верою возьмем то, что Он сделал. Аминь? Аминь. Аллилуйя. Господь, благодарим, Отец Небесный, Господь, за Сына Твоего, за Иисуса Христа, Господа нашего, за то, что Он умер, Господь, во имя Иисуса, пролил свою святую кровь ради нашего спасения, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим и славим, что Ты на кресте, Господь, во имя Иисуса сделал все. Ты вобрал все наши немощи, все наши болезни, разбил все проклятия. И все нужды мы приносим Тебе, отдаем в Твои руки, Господь. Финансы, Господь, здоровье, Господь, работу, учебу, Господь, все, Господь, во имя Иисуса. И прямо сейчас мы просто видим, берем и с верою, Господь, мы видим спасенных наших родных и близких, исцеленных, освобожденных во имя Иисуса Христа. Благодарим и славим Тебя еще раз. Давайте еще раз поблагодарим Его. Аллилуйя! Аллилуйя! И у нас есть здесь благодарственное. Пишите побольше благодарственное, хорошо? Каждое воскресенье можете писать. Здесь написано: Отец, благодарю Тебя за услышанную молитву. Сын в Питере квартиру получил. Получил ключи от квартиры. Слава Богу! Аллилуйя! 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 И мы переходим к нашему очень такому служению, да, объявлениям. Нам кажется иногда объявление такое вот, да, что там объявление. Но иногда от объявления, если мы его прослушаем, знаете, зависит важные какие-то вещи. Понимаете? На войне, если солдаты внимательно не слушают командира, если они не получили правильные инструкции, то они не знают, куда бежать, где стоять. И смотришь, и враг там прорвался. Знаете, объявление это очень важно. Так что записывайте. Если вы не можете запомнить, то вы можете записать их, хорошо? У нас объявления такие, что сегодня после собрания мы братьями сразу после собрания, не убегайте, пожалуйста, мы поедем, нам нужно перевести вещи с офиса в контейнер. Так что, братья, активно участвуйте в этом. Хорошо? Мы после собрания уберем аппаратуру здесь и потом пойдем, сядем в машине, там у кого есть места машины, и поедем туда. Аллилуйя. И также у нас есть объявление, то, что сейчас мы как бы здесь чаепитие не проводим, здесь уборки у нас как бы некоторых ячеек никто не приходит, вот, и поэтому мы здесь убираться должны после собрания. И очень просим вас оставаться, убираться, и чтобы мы видели, вы сами поступали по совести, в Духе Святом поступали по совести, видя, что чтобы не одни и те же убирались каждое воскресенье.
Хорошо? Слушайте просто сердце свое, и видите своими глазами, и просто делайте то, что возможно вашими руками. Аллилуйя! Аллилуйя! И тогда мы переходим к главному нашему служению, это пожертвование, да? Это очень важное служение, потому что это измеряется, любим ли мы Бога, это наше сердце, потому что, аминь. И я хотел бы коротко немного сказать о пожертвовании. Знаете, у нас очень много людей, когда общаешься, много у людей долгов, очень много. И знаете, вот думая об этом и как консультируя иногда людей, есть какие-то способы, как избавиться от долгов. Очень простые, которые мы иногда просто пренебрегаем или вообще, или слышим, и потом опять говорим, ничего не слышал, ничего не знаю, и поступаем так, как нам комфортно, как нам удобно. Знаете, просто, очень просто, перестаньте тратить слишком много денег. Просто перестаньте, понимаете? Просто перестаньте. Просто тратить на ненужные вещи, которых так полно в вашем доме. И они вообще не нужны. Просто так. Начните возвращать то, что вы должны. Начните. Обязательно поставьте задачу. Я начну возвращать то, что я должен. И старайтесь больше не брать в долг денег. Знаете, давайте мы откроем притчи, 15 главу, 16 стих. У нас есть, да? Есть. Здесь написано: лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище, и при нем тревога. Понимаете? Мы иногда так много наберем кредитов, долгов везде, напокупаем чего-то, и потом у нас тревога, как мы будем расплачиваться, и мы все время тревожимся, все время об этом думаем. Знаете? И потом у нас из-за этого болезни, из-за этого проблемы, из-за этого скандала, из-за этого суды. Знаете, какие вот 4 благословения приходят от доверия к Богу? Притча 8 глава, 18 стих. Притча 8 глава, 18. Смотрите, вот 4 приходят благословения от доверия к Богу. Мы должны доверять Богу. Вот прежде это, смотри, богатство. Второе – это слава. Потом сокровище непогибающее, вечная жизнь. И 4 – это правда. И чудесные просто вот вещи. То, что если мы доверяем, то вот эти 4 благословений мы живем. Мы никогда не будем врать, мы будем в правде все время жить. И мы будем знать, куда мы идем. Все наше сокровище вечное, не то, что мы здесь напокупали, и то, что нам не нужно оно вообще, а мы напокупали, или взваливаем на себя настолько много, и за сына платим, и за внуков платим, и за соседа платим. За все платим, понимаете? Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы в действительности могли слышать Бога и принимать какие-то простые вот эти истины. И не просто слышать, знаете, как Иисус, как Господь Он сказал, если захотите, многие, когда консультируешь человека, ты хочешь от долгов избавиться? Хочу. Но почему ты не хочешь вот так исполнить? Почему? Потому что там написано, если захотите и послушаетесь, а послушаться вот не хотят. А хотят, а послушаться делать не хотят. Там написано, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Аллилуйя. Так что благословляю вас, дорогие, на этом Слове Божьем, как мы сегодня пели, да, наше упование на Слово Божье, на Бога упование. И тогда в действительности мы будем благословенны. Аллилуйя. И слыша Бога, давайте то, что Бог хочет. Говорит вам сегодня давайте. Аллилуйя. Благословляем.
еще встанем и будем просто поклоняться нашему Господу сегодня. Он ждет наши сердца. Чтобы жил я свободен. Всю жизнь отдам, хочу воспеть Твою благость вовеки. Достоин Ты хвалы, достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Честь и хвалы, достоин только Ты. Стыжусь теперь любви Твоей, находясь несомненно. Даешь нам милость мне, хочу воспеть Твою благость вовеки, Бог, достоин Ты один. Честь и хвалы, достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Честь и хвалы, достоин только Ты, достоин Ты один. Честь и хвалы, достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Честь и хвалы, достоин только Ты. Возвеличен будь Ты на небе, изливая славу здесь. Ты принять достоин честь, Твое имя выше всех. Возвеличен будь Ты на небе, изливая славу здесь. Ты принять достоин честь, Твое имя выше всех. Возвеличен будь Ты на небе, изливая славу здесь. Ты принять достоин честь, Твое имя выше всех. Возвеличен будь Ты на небе, изливая славу здесь. Ты принять достоин честь, Твое имя выше всех. Возвеличен будь Ты на небе, изливая славу.
честь, Твое имя выше всех. Достоин ты один, Иисус, чести и хвалы. Достоин только ты, достоин ты один, Иисус, чести и хвалы. Достоин только ты. Давайте будем поклоняться ему сейчас. Он достоин всех хвал. Он достоин всей чести. Только ты, Господь, достоин. Ты достоин чести и хвалы. Достоин только достоин ты один, чести и хвалы. Достоин только ты, достоин ты один, Иисус, чести и хвалы. Достоин только ты. Сейчас достоин ты один, Иисус, чести и хвалы. Достоин только ты, достоин ты один, Иисус, чести и хвалы. Достоин только Ты один, кому я поклоняюсь, Господь. Ты один, кто достоин. Ты возвеличен на небе, ты возвеличен на земле. Иисус.
чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты. Дорогой Иисус, Ты достоин только Ты. Ты достоин, Господь. Ты достоин, потому что, Господь, мы приходили, были там, где Ты, были рядом с Тобой. Но чтобы Ты, Господь, был с нами, потому что без Тебя все остальное теряет свой смысл. Чтобы, Господь, мы желали быть ближе и ближе к Тебе. Чтобы мы не уставали, Господь, не разочаровывались, не теряли этого желания. Желание быть с Тобой, искать Тебя, находить Тебя, быть близко, быть рядом. Ощущать Тебя, Господь, переживать Тебя. Иисус, потому что Ты, только Ты особенный, только Ты один, только Ты благой. Господь, и наши чувства могут говорить что-то иное, Господь, какие-то обстоятельства, какие-то переживания, Господь, пусть в нашем сердце, в нашем духе. И душа наша, Господь, Ты говорил, Давид, не унывай душе, так и мы, Господь, душа. Будь ближе, там, где есть согреться, там, где есть наполниться надеждой. Там, где Иисус, там есть смысл, там есть жизнь. Иисус, Ты, Господь, виновник нашего спасения. Ты, который зашел на крест. Ты, который претерпел все. Ты, который был оставлен и отвергнут. Ты, от которого отвернулся Отец. На время, но отвернулся для того, чтобы грех мира всего был возложен на Тебя. достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус. Чести и хвалы
Отец, которую Ты явил в Своем Сыне, которая была от начала, Господь. Она не только явилась в Сыне Твоем, но в Сыне Твоем она стала доступной, открылась, становится понятной нам, Господь. Но это была любовь от вечности, когда Ты все еще замысливал, когда Ты мечтал, когда Ты хотел, когда Ты видел в Твоем сердце, Твоя любовь, она распространялась на все это. Твоя любовь никогда не была меньше. Ты, Бог, никогда не любил, Господь, своих чад меньше. Но всегда Твоя любовь, всегда Твое расположение, всегда, Господь, Твое желание быть рядом, помочь. Она всегда тоже, и только еще больше усиливается, еще больше становится сильнее, потому что открывается нам в Твоем Сыне, Господь, Твоим Святым Духом. Спасибо Тебе, Боже, благодарим Тебя. Но, Господь, просто прикасаемся, Господь, как частички неба, Господь, гадатели через тусклое стекло. Но это слава небес, которая приоткрывается. Это слава вечности. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Иисусу. Аллилуйя. Знаете, такой приятный, я не знаю, как назвать это, коллаж, видеоролик или еще что-то, что мы люди не земли, мы люди неба. Мы здесь на время на самом деле. Нас ждут небеса. Но это не значит, что мы не можем ожидать, чтобы небеса спустились к нам сюда на землю. Вы знаете, пока мы поклонялись, просто буквально, вот еще пока стойте чуть-чуть, посмотрим, что дальше. Пару мыслей. Я не знаю, задавались ли вы таким вопросом, или, может быть, приходил вам такой вопрос, почему мы поем Богу, почему мы поклоняемся, почему мы берем какое-то время, и иногда наше тело уже хотело бы сесть, наш разум говорит, ну сколько, может быть, еще там, или еще что-то в этом роде. Или, может быть, вы читали когда-нибудь в Библии, Бог создал звезды и небеса для того, чтобы они прославляли Его. Аминь. Но, знаете, логически звучит немножко странно, как бы кто-то, вы знаете, сделал что-то, тут я вот доброе дело делаю, как бы я помогаю, но это для того, чтобы меня узнали. Ну вот как бы немножко, знаете, как будто вот, даже для меня, я уже верующий, больше служу 20 лет, 25 верующий, и когда Он создал, чтобы это прославляло Его, вот для нашего человеческого разума звучит как-то интересно. Он специально все это сделал тогда для себя. Знаете, в чем ситуация? Он это не сделал, потому что, знаете, ему просто вот делать нечего, и он хочет, чтобы все ходили, там ручки поднимали, пели, там как бы, да, ему там хватает, не хватает. Это просто его атмосфера, он по-другому не может. Он не в смысле это делает для себя, он это делает, что по-другому вокруг него не может быть. Не может быть не славящих вокруг него. Не славы не может быть. Поэтому Библия говорит, ангелы, они, ну представляете, целую вечность, они машут и поют, машут и говорят свят, 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 свят. Для нашего разума это, ну, повторять. Я помню, как мы на библейской школе, мы аплодировали, знаете, ну, аплодировать минуту, 2, но 5. Мы минут 15 стояли, аплодировали, потому что преподаватель там, или, я не помню, кто был, давайте еще, давайте еще. Мы уже ладоши все отбили, уже мозги не понимали, мы зачем это делать? Значит, иногда нужно делать, даже мозги не понимают, просто делай механически. Верой делай, да? Но ангелы это делают, потому что они находятся в этой атмосфере. Они по-другому не могут. Как только попадаешь в эту атмосферу, почему иногда, когда ты поешь, ну просто не хочется останавливаться, потому что ты просто бы, чтобы тебя унесло просто бы туда. Потому что это время, место поклонения. Когда не будем останавливаться. Давайте здесь дождемся, пока Иисус придет и заберет нас. Аллилуйя. У вас еще одна есть? Нет, ну должна быть еще 5, 15, 40. Аллилуйя. Ну, давай просто немножко возьмем время в поклонении, пусть левиты играют. Просто, не знаю, пусть приходит наслаждение
Пусть приходит наслаждение. На самом деле, просто пока ты будешь поклоняться, я скажу что-то еще. Просто закрывай глаза, возможно, просто молись, может быть, тихонько, может быть, говори ему что-то, может быть, пой на языках, что-нибудь так нежно, чтобы не мешать. Но на самом деле Иисус отчаянно просто невероятно, просто до ревности просто любит тебя. Он за тебя не то что на 100%, на 200, на 1000, на миллион, на 100 миллионов процентов. Он за тебя. И у меня не пришел почему-то ни один пример, когда мы пели до этого, как Бог, Он не меняется. Вспомни Иосифа, который был отвергнут, ненавидим братьями, нелюбим, продан, предан. Его оболгали в доме Потифара, его посадили в тюрьму в итоге. Но послушай, Бог ни на йоту, ни на шаг, ни на секунду, ни на черточку не был против Иосифа, не был далеко от Иосифа. Мы иногда не понимаем, что происходит в нашей жизни, почему нас трясет, почему нет финансов, почему нет расположения, почему чего-то нету, и как будто в этот ряд мы хотим поставить Бога. Бог, а ты почему на все это смотришь? Просто хочется кричать, потому что Дух Святой, Иисус, Духом Святым, Он хочет кричать, это ложь. Бог, Он на твоей стороне, вот даже ты не понимаешь, Иов не понимал. Иов вообще не понимал, что происходит. И не понимали его, в кавычках, друзья, которые пытались его вразумить, научить жизни. Но только встреча с Богом, личная встреча с Богом, поменяла мышление, поменяла Иосифа, понимание Бога. Бог, Он никогда не далеко, Он уже, если ты во Христе. Бог настолько близко к тебе, даже если ты это не переживаешь. Но верой просто прими это верой. Иисус рядом, Иисус близко, Он любит тебя. Иисус за тебя, Он борется за тебя, Он молится за тебя, Он верит за тебя, Он вытягивает тебя, Он хочет, чтобы ты не прошел мимо небес. Честь, Твое имя выше всех, возвеличен будь Ты на небе, и сливая славу здесь. Ты меня достоин честь, Твое имя выше всех, возвеличен будь Ты на небе, и сливая славу здесь. Ты меня достоин честь. Твое имя выше всех, возвеличен будь Ты на небе, изливая славу здесь. Ты принять достоин честь. Твое имя выше всех, возвеличен будь Ты на небе, изливая славу здесь. Ты принять достоин честь. Твое имя
хвалы. Достоин только Ты, скажи, достоин Ты один, Иисус, чести и хвалы. Достоин только Ты, достоин Ты один, Иисус, чести и хвалы. Достоин только Ты, достоин только Ты, Ты достоин, Господь, Ты достоин. все должно упасть. Все, что пытается занять место на престоле нашего разума, сердца, ничто не устоит. Ничто не устоит перед тем, который грядет. Ничто не может устоять, ничто не может быть стабильным без Него само по себе. Ничто не может быть уверенным само по себе. Этот мир пытается выглядеть стабильным, пытается притянуть какие-то методы, какие-то решения. Но мировые договора рушатся, просто трещат по швам. Там, где люди договаривались, и там, где они хотели бы, чтобы был мир, все просто рассыпается, просто трещит. Просто трещит. И это Божья работа. Это не потому, что Бог хочет, чтобы было плохо. Но Бога не устраивает, когда что-то строится не на основании Его Слова. Когда нет уважения Его Слову, Его Духу. Когда пренебрегается тот, который есть Альфа и Омега, который есть Создатель всего. Потому что Ему это принадлежит не потому, что Он горд и хочет свое, потому что Он и не хочет потерять тому, чему Он дал жизнь. Потому что от остального приходит лишь смерть, разрушение, разделение. Он просто радеет за то, чему Он дал жизнь, кому Он дал жизнь, поэтому радеет за людей. Поэтому Он поднимается как исполин. Он начинает сотрясать и сокрушать. Чтобы только внимание всех было приковано к одному. Чтобы люди могли обратить, который достоин всей славы, всей чести, всей хвалы. Чтобы свет Божий, нет никакого другого света, нет никакого другого, какой-то силы, какого-то влияния, чтобы так привлекало, могло бы привлекать. Да, даже Антихрист поднимется, чтобы сотворять чудеса и даже прельстит избранных. Но истинные поклонники в духе и истине, будут всегда знать, куда обратить свой взор, будут всегда различать голос своего пастыря. Они будут видеть истинный свет и не прельстятся ложным. Истинный свет, который выходит на арену, который будет явным для всех, но более всего для Церкви Божьей. Потому что Церковь есть место для света. Церковь и есть свет. Церковь это и есть тот светильник. Аллилуйя, Иисус, благодарим Тебя. Пусть Господь будет сокрушено всякое ермо, всякие твердыни, Господь, всякая неправда, всякое, Господь, ложное усыпление, всякий дух ложного усыпления, всякий дух мирского мира, дух мира, который говорит, все будет хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо лишь только там, где Иисус. Все устоит только там, где Иисус. Все пройдет, сможет жить, потому что жизнь только в Нем. Силой жизни только в Нем. И Он грядет, Он грядет с тьмами ангелов своих. Он грядет туда, где Его призывают, где взывают, где ждут, где жаждут, где ревнуют. Он не просто придет на землю, Он придет в те места, где есть жаждущие, чтобы излить, где есть иссохшее,
чтобы пролить дождем. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Господь. Не замедли, приди, Господь, в нашу жизнь, в наши сердца, в нашу жажду, Господь. Дух Святой, мы просим Тебя, Господь, просто пусть ревность по Боге, ревность по Дому Бога, ревность по Духу, Господь, ревность по Божьему, большему Божьему. Ревность, чтобы Царство Его пришло, чтобы воля Его была, Господь, как она есть на небе, чтобы она пришла на землю. И мы говорим, да будет Твоя воля, Отец. Не наши планы, не наши желания, не наши пути, но Твоя воля, Господь. Твоя воля, Отец. Твой огонь пусть возгорится. Господь, пусть Твой дождь начнет литься, Господь, чтобы смыть всякую грязь, смыть всякий мусор, Господь. Пусть, Господь, ободует ветер, Божий ветер, сильный ветер Духа. Пусть поднимется, чтобы развеять всякую солому. Чтобы поднять и развеять всякий хлам, всякий мусор, Господь, всякую ложь. Ты, Господь, наши помыслы, наши мотивы, Господь, наши сердца, наши отношения, Господь, наши взгляды, Отец. Мы говорим, не наши стандарты, но Твои. Не наши, Господь, пути, но Твои. Не наши мысли, Господи. Не наши мотивы, но Твое горнее. Пусть горнее будет более и более наполнять нас. Чтобы пришло это разделение, Господь, между миром и церковью, между плотью и духом, Господь. Ты в нашей жизни, прежде всего, в наших семьях, в наших домах. Чтобы мы возревновали и возжаждали Тебя, Господь. Чтобы мы, Господь, отторгли. Чтобы мы услышали, Господь, что не угодно Тебе, что не от Тебя, Господь. Чтобы мы повернулись, Господь, ко всему, что мирское, не к миру, Господь. Мы будем, Господь, простираться в мир. Но чтобы, Господь, мы смогли отвергнуть то мирское, то душевное земное, то демоническое, Господь. О, в нашей жизни прежде всего. Коромастатей, Бего, Манда, Лего, Рома, Санти, Прего, Санти, Бего, Рома, Танда, Лебро, Шеко, Брама, Санти, Yes, Tego, Romastатей, О, Ремо, Санти, Лебро, Мастатей, Гена, Брама, Санти, Лебро, Санти, Гена, Брама, Санти, О, Рамастатей, Лебро, Мастатей, Горо, Мастатей, Горо, Мастатей. Аллилуйя, аллилуйя. Господь, чтобы мы могли слышать Тебя, мы могли быть внимательными, Господь, к слышанию Тебя, чувствительными, Господь, чтобы слышать Тебя, Господь. О, Рамасати, Лебрамасати, слышать Тебя, и чтобы тогда это, Господь, ободряло нас, тогда это исправляло нас, тогда это от Тебя, Господь. И тогда, когда кто-то нам приходит и говорит, ты делаешь не то, ты делаешь не так, и что-то можно поменять, и мы не всегда хотим слышать людей. Когда приходит Иисус, Он прижимает нас к себе, Он смотрит нам в наши глаза, в нашу душу, и Он начинает говорить что-то. И тогда мы не можем уже сопротивляться, потому что сопротивляться Ему это уже... Господь, чтобы мы не сопротивлялись Тебе. Для того, чтобы мы не сопротивлялись Тебе. Для того, чтобы мы могли, Господь, сдаться прежде всего перед Тобой, для Тебя. Чтобы Ты был больше, Господь, чтобы то, что в нас, Господь, земное, человеческое, оно становилось меньше и меньше, но Божье, высокое, превознесенное, горнее, славное, оно, Господь, выходило наружу, оно, Господь, было явно, все более и более. Аллилуйя. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. 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 Я хочу это сказать.
сказать, не удивляйтесь тем потрясениям, которые будут дальше. Я верю, это от Духа. Не удивляйтесь тем потрясениям, которые будут дальше. Эти потрясения, они от Бога. Бог будет сотрясать. Знаете, как я поставил картину, как корка земная начинает разламываться. Я сейчас не говорю прямым посланием, но в Духе, знаете, как бывает, когда какие-то фильмы показывают, там, какие-то фильмы там, катаклизмов, начинает что разламываться и выходить наружу. Знаете, на самом деле Бог хочет выйти наружу, знаете, и потрясать, кого Он начнет первых, это тебя и меня. Меня и тебя, церковь. Потому что если церковь не начнет раскалываться, я не имею в виду физически церковь, а внутри каждой из нас, не начнет вскрываться что-то, знаете, уходить мирское, мирщина какая-то. Потому что церковь в меру стала обмерщленная. Но Он хочет выйти наружу, Он хочет сиять. Не совсем хороший пример, но кто-то из нас, может, смотрел фильм «Матрица». По-моему, вторая часть, где там мистера Смита разрывает, и просто это выходит наружу. Свет Христов хочет выйти наружу через нас. Мы не церковь, сидящая, просто, знаете, где-то во тьме. Свет не ставят куда-то. Бог хочет вывести этот свет. Не просто для нас, чтобы нам было хорошо, чтобы мы вот собираемся здесь уже замечательно, чтобы этот свет вышел наружу. Чтобы это вскрылось настолько, чтобы уже, знаете, деваться некуда было. Мы бы это не контролировали, а люди бы это переживали. Вот что ожидается. И поэтому сотрясения будут дальше. Аллилуйя. И поэтому радует тебя это или не радует, или ты переживаешь, или может немножко пугает. Тут и так хватает потрясений. Пастор, ты о чем? Я все о том же, это Господь о том, что все впереди. Лучшее, не лучшее, если ты знаешь, что тебе там дадут, тебе там денег дадут, тебе там вручат что-то там, или вручат, да? Тебе уже все вручили, тебе и мне уже все вручили. Нам нужно просто взять все это. Знаешь, тебе дали ключ, ставить надо, найти правильную замочную скважину, вставить ее, провернуть и открыть. Чтобы вышло наружу то, что должно выйти. Аминь. Аминь. И поэтому давай просто воздадим славу Богу верой, потому что не потому что я сказал что-то позитивное, а потому что это вопрос веры. Верой взять то, что Бог приготовил любящим Его. Аллилуйя! Аллилуйя! Это были аплодисменты, но это не было воздать славу Господу. То, что мы делаем здесь, мы на самом деле просто тренируемся. Мы тренируемся на самом деле. У нас не всегда получается, но надо делать все лучше и лучше. Помаши кому-то рядом с собой. Пока еще не приветствуется вроде там лобызать друг друга или еще что-то, но по крайней мере как-то вот, типа как говорят, придерживаясь, да, какой-то дистанции. Просто улыбнись кому-то, опусти маску, улыбнись, подними ее обратно, подмигни там, помаши там рукой или как-то еще и присаживайся в Божьем присутствии. Привет всем, драгоценные, кто в Зуме, кто в Инстаграме смотрит нас. Я не знаю, но очень верю, что даже если вы не с нами, вы можете переживать Божье присутствие там, потому что Бог нисколько не изменился, будучи здесь, либо где-то в другом месте. Это вопрос нашей веры. Это вопрос нашего желания, хотим ли мы. И вы знаете, хочу прямо вот с этого немножко начать, это не запланированное, но вчера и сегодня это не совсем как правильно для разогрева, но это благословляло меня. Я смотрел, когда я готовился вот сегодня к служению, прошу прощения, я смотрел на ютубе определенные там короткие такие, это даже не проповеди, наверное, не знаю, как это назвать, как бы, это часть проповеди, но это больше не учение, это, знаете, больше жизнь, свидетельство жизни в духе одного человека. Он свидетельствует, как Бог его использует, как, через что он проходил, через что он проходит сейчас. И я даже расскажу, как бы я, в принципе, выложил его вчера, я выложил его сегодня. Его очень немного на русском языке, но то, что есть, хочется пересматривать и пересматривать периодически. Возвращаясь снова, особенно, знаешь, когда ты немножко так, как бы подзавис, подзаквас, как бы тогда включаешь Тодда Уайта, как он говорит, Билли Грэм, когда еще был жив, в одной из проповедей, сам Тодд Уайт, он такой колоритный, у него на голове такая, знаете, прическа из дредов,
Вот, он одевается очень так колоритно, он бывший наркоман с 20-летним стажем, бывший морпех. И последние где-то лет 15, наверное, Бог так радикально его использует, поднимая просто это ото дня в день. И он рассказывал в одной из проповедей, как он начинал молиться за людей просто в общественных местах. Для него это была ломка, как бы, но Бог так сильно его побуждал. Вот, и он приставал к людям, и для него это было, что говорит, там первые там, что ли, 300 человек вообще никакого не показали даже вида, что они там исцелились или чего-то. Но я продолжал и продолжал просто двигаться. Знаете, на самом деле мы иногда некоторые ждем, что нас придет кто-нибудь, научит дарам духа, там еще что-то. За тебя уже столько уже в нас вложили, что нужно просто выходить и двигаться. Уже дух готов, знаете, такое выражение в полях, знаете, как есть такое выражение там у разведчиков или да, в поле, как бы, да, я имею в виду колхозное поле, да. Люди в поле работают, то есть в активных действиях, не сидят просто как офисные. Знаете, мы, я думаю, вот сейчас, давайте немножко по себе пройдемся, да. Мы стали такими, знаете, офисными. Мы хотим здания, чтобы люди в здание приходили. Но уже давно есть учение, что церковь должна быть без стен. Церковь должна выйти за пределы своего комфорта, своих зданий. Хорошо, когда здание, но если здание подбирают, если придут власти, которые скажут, фиг вам, а не здание, извините за выражение, да, начнут сажать лидеров или еще что-то. И что тогда? Церковь закончилась, да, эра церкви закончилась. Знаете, когда эти ИГИЛ, они ударили по башням-близнецам, Всемирный торговый центр. Знаете, многие политологи сказали, все это постмодернизм. Это уже новая эра, это постмодернизм, то есть все, современное закончилось, это уже теперь что-то вот после, это вот теперь, мы не знаем, что еще, это вот, знаете, уже, кто-то даже сказал, типа, эра христианства закончилась, типа, теперь мы живем вообще непонятно. И что мы видим сейчас? Все по швам трясет. Там бабах, я не знаю, у нас, где у нас, как бы, да, ну у нас там в Хабаровске люди пытаются добиться какой-то справедливости, еще где там, в Башкирии, белорусы вышли, Армения и там с Азербайджаном 30 лет вроде было, казалось, там даже не тлеющий, казалось, вроде бы тишина, бах, опять, как вулкан взорвался. Где-то еще что-то происходит. Вы знаете, я реально хочу сказать, церковь просто обмерщала. Знаете почему? Мы каждый должны в себя смотреть и увидеть, что, это знаете, как есть служителя, которые не просто учат истине, как бы, а говорят, начинай с себя. Они учат, но говорят, мы ищем в себе разобраться с тем. Не просто мы говорим, вам нужно разобраться, у вас то не так, это не так. Они говорят, в Церкви Божьей есть чем разбираться, но мы хотим начинать с себя. Аминь. И вы знаете, я не сторонник там рекламировать или что вы там все равно как-то отслеживаете, да, там мельком где-то в новостях, где-то там кто-то в соцсетях. Нет, как бы у меня есть там какие-то друзья подписаны в Фейсбуке, в Инстаграме. И один человек, даже одна сестра, с армянской стороны. И вы знаете, сейчас знаете, армянско-азербайджанский конфликт за Нагорный Карабах. И люди там воюют, люди убивают. И там есть люди, которые напрямую не военные, они все равно воюют. Знаете, ты если не военный, ты на войне и тоже как будто воюешь. То есть даже если не хочешь, ты попадаешь, у тебя может снаряд прилететь, твой дом разрушить, убить тебя, твою семью. И люди, мирные люди погибают. Мне, знаете, иногда кажется, слушайте, раньше были более щадящие войны. Ну как сказать, сейчас вроде бы, как знаете, орудия, которые нас убивают, они более быстрые. Пуля, хлоп, бам, чик, и все, и тебя нету. А раньше там в тебя меч воткнули, да ты еще будешь умирать, там полдня лежать, там мучиться, страдать. Но раньше люди воевали в основном, в поля выходили. Там, конечно, города захватывали, выходили в поля, рать на рать, как бы, да, и там воевали. А сейчас же нету, знаете, каких-то таких святых принципов, что если вы военные с военными воюете, не трогайте людей, как бы, да, вот мирных жителей. Сейчас нет уже почти таких, хотя есть какие-то, знаете, какие-то нормы, какие-то нормативы, какие-то конвенции подписывают. Да кому они нужны, знаете, когда люди сегодня в студии сидят, они готовы порвать друг друга. Армянинцы идут напротив азербайджанцев, они порвать друг друга готовы. Там прям ненависть в глазах у них. Хотя эти люди уже не живут в Армении и Азербайджане лет 30. Но они вот, потому что там загорелось, и это, знаете, это цепная реакция. Знаете, сегодня такое может быть где угодно, между нациями, между там русскими там, и якутскими, кого там вождя под хвост. Между церквями может быть такое. Между братьями и сестрами в одной церкви, на домашней может быть такое. И вы знаете,
Когда я прочитал, я не сужу эту сестру, я просто не понимаю, это я думаю, тогда это еще мир. Это вот, знаете, как сверху, как это называется, не корка, как бы, да, но вот налет. Это налет мира, потому что по-другому я не назову это, когда сестра, верующая из армянской церкви, она позволяет себе выложить такой юмор, но это юмор, который, знаете, масло, которое подливает в огонь. Типа, знаете, такой юмор. Я сейчас его протранслирую, не транслируйте его дальше. Это только здесь, для церкви, за стены церкви это не выносим. Типа письмо солдата азербайджанской армии, который пишет своей маме. Это выставила сестра из церкви, исполненная духа, крещенная духом. Я лично ее знаю. И я не понимаю, я ничего еще не писал, я не вклиниваюсь в этот конфликт. Почему? Потому что есть армяне мирские, есть армяне Азербайджане мирские, но ведь есть церкви Христовы в Азербайджане и в Армении. И другой дух, мы иного духа. Мы должны быть иного духа. И когда сестра выкладывает такую шутку, это не шутка, это я не знаю, как это назвать. Он пишет своей маме: мама, мы отступаем каждый день по 10 километров, скоро я буду дома. Шутливо звучит, тут даже на смерти намек нету. Но это значит, армяне хотят, чтобы азербайджанцы были в поражении. То же самое я читаю про азербайджанскую, я читаю свидетельство азербайджанской церкви. Верующие выкладывают это в Facebook. Я сейчас не сужу, я просто озвучиваю: Господи помилуй, что с нами, церковь? Нам нужно трезвиться и бодрствовать. Мы о чем? Мы говорим миром. Мир говорит через наши уста. И они говорят: у нас нет гонений. Говорят, есть гонения на церковь в Азербайджане, на христиан. Мы не в гонениях, у нас все хорошо. В уважении к мусульманам, как основной религии. Здесь ко всем нормально, к вероисповеданию. И вообще Азербайджан отвоевывает свои территории. Я читаю, думаю, люди, вы о чем? Знаете, нам, конечно, нужно хорошо судить. Вы там за 1000 километров, там люди воюют, но это исторические какие-то конфликты, которые уходят, я не знаю, куда. Мама не знает, куда это уходит вообще. И мы спокойно сесть и разобрать, а люди не хотят разбираться, каждый тянет на свое одеяло. Но можно понять мирские, когда тянут, там дух мира. Но когда церковь начинает под все это подтягиваться, начинает знаете, если не петь, как бы, да, там дудеть, знаете, как вроде поджуживать, как бы, знаете, вот вроде бы как бы мы патриоты. Знаете, до недавнего времени, как бы, я от верующих слышал, что верующие должны быть патриотами. Да, верующие должны быть патриотами. Но вы только знаете, мне нравится, как один проповедник сказал, по-моему, вот этот тот Уайт сказал, что он очень радикальный. И вот его прическа, как я сказал, Билли Грэм про него сказал, говорит, вот этот парень, сейчас я начало не помню фразы, типа вот этот такой дикий парень, такой любящий Иисуса, проповедующий Евангелие со шваброй на голове. Ну, у него прическа такая просто, вот у него швабры, знаете, есть такие швабры с толстыми веревками, вот у него такая вот такое на голове. Один пастор даже, он сам говорит, на какой-то конференции, они на одной конференции проповедовали, и пастор баптистской церкви на этой конференции говорит, ну если, говорит, показывает на Тодда Уайта, а он только что не пастор, он евангелист. И если, говорит, этот язычник, говорит, может такое, почему я не могу это? Думаешь, Господи, церковь Христова, мы судим друг друга, говорит, мы про язычников говорим, те, которые грешники, там, кто даже говорит, халдеи, ненавижу это слово. И ненавижу христиан, которые говорят такие слова. Ну, точнее, не их, а ненавижу, когда они говорят, это вообще какой-то, я не знаю, для меня это как грех. Лучше вообще уста не открывать. Это когда, знаете, мы христиане отделяем, как бы, ой, эти халдеи. Так ты уже себя все отделил, даже можешь рот не открывать, благовествовать им. Все сказано, ты уже поставил в ячейку, в разряд их неприятия там или еще чего-то. А когда они придут в тело Христово, ты с любовью как бы заходи, дорогой. Так он для тебя халдеем останется, то ты будешь его там хвост и в гриву там долбить в церкви уже, по-своему. Поэтому, когда слышишь такие вещи, у каждого есть какие-то свои вот такие регламенты. О, вот этот язычник с дредами на голове, если он даже его Бог может использовать, ну да, если Бог мог ослицу использовать, почему типа меня не может использовать, да? Помните про ослицу? Я еще даже не проповедую, это даже не вступление, это просто так немного лирики в духе. Скажи сила. Сила. Вы так сказали, как будто вы с утра не завтракали вообще. Мысль по третьим, хорошо, спасибо. Ну даже если не закончил, не страшно, но
процессе, даже если рядом жена подскажет, есть Дух, и он, как Оля говорил, да, я, говорит, слушаю Духа Святого или жену, когда Дух Святой говорит через нее. Так вот, у нас, знаете, патриотизм только один. Ты когда уверовал в Иисуса Христа, твоя прописка поменялась. Всегда. То, что в паспорте для тебя, это временно, это ничто. Тебя могут завтра выселить, твой дом снести, ты можешь переехать, но твоя основная прописка и моя, это небеса. И наш основной патриотизм должен идти оттуда. Поэтому давайте молиться, конечно, благословлять и армянскую церковь, и азербайджанскую церковь, да, и всю эту ситуацию. Но очень печально, чтобы нам не съезжать в эту ситуацию, судить мирским судом. Мы должны с небес, с горнего смотреть, размышлять, видеть, оценивать и двигаться, исходя из этого. Аминь. Иисус, Он не был привязан к этому миру. Он был в этом мире, Он служил людям в этом мире. Но Он говорил, я то, что вижу, что Отец творит, то и я творю. То, что Отец говорит, то и я говорю. Поэтому, если тебе Бог скажет сказать против азербайджанцев, армян, якутов, ивентов, я не знаю, там, татар, но тогда, если ты скажешь, что тебе Бог сказал нечто такое сказать, мы тебя нахрен не предадим. Потому что Библия не говорит так. Ну, я так на всякий случай, потому что есть люди, которые говорят, о, мне Бог вот это открыл. Да? Пойдем посмотрим. Давай вместе сядем, посмотрим. Вот это Бог открыл здесь. Если Он тебе где-то открыл, ты там капусты перел, я не знаю, там не доспал, или там пересмотрел там фильмов ужасов или чего-то, то все, что Бог говорит, это все, что Он уже сказал в Своем Слове. И Духом Своим Святым подтверждает. Аминь. Поэтому давайте еще раз туда. Давайте скажем сила. Сила. Сегодня просто так называется моя проповедь. Сила. Кому из вас нужна сила? Сила дойти обратно до дома после собрания. Или кому-то нужна сила, чтобы встать на работу с утра, идти как бы зарабатывать что-нибудь на хлеб насущный. Или кому-то нужна сила, чтобы простить кого-то, родных или близких, или кого-то в церкви. Кому-то нужна сила, для чего это, кому? Для чего нужна сила? Вы сказали, сила. Нужна, а для чего? Так, где-то встали, надо двигаться дальше, да? Или просто идем, до чего-то дошли, а дальше-то что вопрос, да? Дальше-то что люди? Церковь уже столько лет, дальше-то мы куда-нибудь придем вообще или нет, да? Мы что-нибудь увидим вообще? Или просто сидим, ждем, когда Иисус нас всех заберет? Когда придет наш последний трамвай? Или первый? Ну хорошо, вот одно предложение было, двигаться дальше. Для чего нужна сила? Это из того же адреса, из того же IP. Исполнить волю Божию. Служить людям. Вот уже как уже теплее, вот уже спасать. Служителя начали, а жили служителя первого ряда. Что дальше? Потому что если не оживут служителя первого ряда, от Камчатки и не жди. Там пока только вулканы не тарарахнут. А обычно с заднего ряда тарарахают эти всякие эти недовольные там разделения, еще что-нибудь. Они садятся где-нибудь сзади. Но для чего нужна сила? Освобождать кого? Сила нести Евангелие людям, чтобы они спасены были. Ну, вы примете. Аллилуйя. силу, да. Слава Господу. Но реплик сзади тоже не нужно. Смотрите, давайте откроем Даниила 11 главу 32 стих. Знаете, я кому-то делился буквально недавно, что я застрял. Вот Сава Савич вам про апостола Павла проповедовал. Вот. И у нас, знаете, помните, было раньше время, когда мы брали какой-то месяц, тему месяца, и мы о чем-то говорили, как бы, да, прожевывали, как корова, я думаю, это хорошо. Но не то, чтобы мы возвращаемся, но у меня, по крайней мере, вот такая тенденция. В сентябре я пару раз проповедовал из Даниила 11 главы 32 стиха, где говорится со второй части, что люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И я немножко говорил о почтении, да, что кто такие люди, чтущие Бога. И знаете, прям хочется хоть снова возвращаться, не потому что, чтобы как знание давать информацию, что такое почтение, а чтобы это стало частью осмысления, да, для нас, для лично. Что насчет моей жизни? Я на самом деле чту Бога, я просто знаю, я слышал проповедь об этом, или я начинаю двигаться к тому, чтобы моя жизнь была, достойна, чтобы моя жизнь на самом деле выказывала, как бы, да, наполнена была вот этим смыслом, вот этой сутью. И поэтому фактически я говорю, я не могу из этого места Писания выйти, но лишь мы сегодня сдвинемся на слово «усилиться». Но еще раз для вас я прочитаю это место Писания с дополнением, как бы с расширением, только прямо в контексте.
Смотрите, люди, чтущие своего Бога, то есть это те, кто знают своего, то есть знают, да, то есть личные как бы отношения, то есть уважают, знают, любят, и вот это вот такое почтение, и вот эти люди, которые знают Бога, они усилятся. Что значит усилиться? Значит, обретут силу, значит, станут способными, значит, будут подготовленными. То есть усилиться, это, я сегодня буду больше об этом говорить, и на самом деле, наверное, больше в октябре об этом буду говорить. Есть такое просто пожелание. Это не то, что мы начнем заниматься физическими упражнениями, или, ну, нет ничего плохого в физических упражнениях, хотя даже Библия говорит, да, не все физические упражнения полезны, как бы, то есть всему есть мера. Тогда мы могли бы сказать о духовных упражнениях, да, как кто-то говорит, дух качать надо. То есть надо в слове пребывать, надо знать слово, чтобы слово наполняло наш дух и далее, и далее. Но даже это не сказать, что не то, что не соответствует, а вот, ну, не на 100%, что усилиться, это об этом. Это не только физическое, это не только что-то твое духовно-душевное, но, как я сказал, мы посмотрим больше, да? Но это люди, которые обретут силу. Не те люди, которые, как бы, знаете, как сказать, начнут качаться, накачаются, и у них мышца станет больше, да? Там трицепсы, бицепсы там, или что-то еще. Но обретут, то есть как бы получат эту силу, станут способными, то есть какая-то способность придет. Да, она приходит, способности через какие-то знания, подготовку, но знаете, а то, когда мы что-то делаем, это не то, когда мы делаем и Бог что-то прилагает. Одно дело, когда есть масса людей, которые Библию читают, они понимают. Есть даже теологи, знаете, есть неверующие теологи, богословы. Они знают Библию с каких-то взглядов, с каких-то учений, но они Бога не знают. Поэтому вопрос не в том, какие мы способности приобретем, а вопрос на наше желание и стремление, что Бог нам даст, что Он возложит. И это говорится уже, как бы, да, это, может быть, говоря о помазании, как бы, и о сверхъестественном. Поэтому и будут подготовленными. То есть, да, есть наша часть, но есть сверхъестественная часть. Поэтому усилиться, это вот сила, способность, подготовленность, и тогда будут действовать. Вот тогда. То есть не просто действовать, знаете, куда, что, куда побежали, что будем делать. Нам никуда не нужно бежать, нам нужно прежде всего иметь встречу с Богом. И вот сейчас я просто вспомнил снова, как бы, да, вначале тоже чуть-чуть забыл, вот иногда жена напоминает, иногда Дух Святой. Тодд Уайт, он свидетельствует о своей ситуации, когда он начал молиться за людей, и у него не получалось. Но он видел это в Библии, он говорит, я хотел, послушайте пару его свидетельств, это просто радикально. Там хочется дальше слушать, потому что Дух Святой сильно очень действует через его жажду по Богу. И он говорит, когда он начал эти вещи делать, однажды он подбежал к женщине, которая была там очень сильно скрючена, со своей внучкой. И он сказал, можно я за вас помолюсь? Она сказала, знаете, люди вообще первая реакция, нет, не надо, как бы, да. Хотя Америка считается, знаете, достаточно христианской страной, как бы, поэтому, ну, не знаю, может быть, у тебя что-то подобное будет, да, и Бог тебя будет вести. У нас тоже считается христианская страна, часть, но половина людей, как бы, вроде в Бога верят, но живут далеко от этого. И вот он подбегает к этой женщине, как бы, у меня, говорит, есть желание молиться за вас. И там она как бы в отказ. И для дочери, и для жены это был, конечно, первое время, это был шок просто. Они не понимали, они думали, что он себя странно ведет, ну как так-то, ну в церкви это понятно, мы привыкли, как бы, да, помолиться за людей, а тут в магазинах, там, вот, большой супермаркет. И, говорит, жена, говорит, аж рассердилась просто, там, что-то там махнула, ушла в другую сторону. Обычно, как сказать, кажется, что это странный человек, он себя ведет странно, ты, ну, нормально или нет? Там, на улице там, молиться там, или там, кому-то предлагать, там, давайте там, руку на голову возложить, там, или как-то еще, или... И говорит, дочь осталась, как бы, и то ли ей было любопытно, то ли она от отца не могла, а была подростком. Жена ушла. И он говорит, начал просто простираться. Он говорит, давай помолюсь. Он обратился к внучке. Не буду рассказывать все, послушайте. Через какой-то момент молитвы женщина просто выпрямилась. И внучка сказала бабушке, бабушка, побежали. И они по супермаркету побежали с этой бабушкой, сделали там круг или что-то, вернулись обратно. И в этот момент жена возвращается. Жена, которая в шоке. В шоке от того, что она видела эту женщину, когда она уходила. Потому что, знаете, когда ты видишь, может быть, это с кем-то, у кого желание благовествовать, а ты, может быть, не очень такой, и тебе некомфортно где-нибудь, знаешь, и тебе хочется сторониться, как бы, потому что кажется, немножко это странновато. И она ушла. И когда она вернулась, она видит эту женщину, которая стоит прямая, здоровая, полноценная, пожилая, со своей внучкой, счастливая.
Она говорит, слезы. И потом там еще какие-то были переживания, действия. Жена вышла на улицу. И он говорит, когда я выхожу, я смотрю, моя жена сидит и рыдает. Я говорю, что случилось, почему ты плачешь? Но он понимал, что, возможно, то переживание, прикосновение Бога, Духа в этой ситуации, вот то, что исцелилась эта женщина. Она говорит, я плачу, потому что Бог проговорил ко мне. И она сказала тогда, говорит, Бог мне сказал, что твой муж доверяет мне. Почему же ты не доверяешь мне? То есть она не воспринимала его порыв, вот эту жажду, стремление гореть для Бога, делать то, что он видел в Библии. Знаете, многие из нас, мы много чего видим в Библии, и сейчас не хочу там градуировать, когда да, и половина из этого не работает в нашей жизни. Хотя мы верим в это, мы соглашаемся как бы, но и где-то некоторые вещи даже работали, мы где-то были даже немножко радикальны. И мы где-то уже, как бы, знаете, сами себе, если не оправдание, просто по умолчанию, как бы, наверное, Господь когда-то придет, и что-то произойдет, и что-то не приходит, и не происходит ничего. Но знаешь, когда ты слышишь вот такие послания, такие свидетельства, как у Тодда Уайта, тебя цепляет. Тебя цепляет, по крайней мере, думать в том направлении, в правильном. Думать. И сегодня я хочу говорить о силе. Скажи, сила. Сила. Усилиться. Деяние 1 глава 8 стих. Так сразу прям перескочим в Новый Завет, потом немножко вернемся в Ветхий. Деяние 1 глава 8 стих очень хорошо именно показывает ту ситуацию, что говорит, что касательно силы, что Иисус имел в виду относительно силы. И здесь это слова Иисуса, перед тем, как Он был восхищен, вознесен, 8 стих, когда ученики у него спрашивали, когда же там царство становится и далее, далее. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, Самарии и даже до края земли. Но вам объяснять же не надо, в основном, да, здесь большинство из вас, кто Библию читали, вы понимаете, что это не просто фраза, что какая-то сила сойдет, другой период говорит, когда Святой Дух придет в вашу жизнь, вы получите от Него нечто. Знаете, Дух Святой ведь не пришел просто нас проинформировать, чтобы мы читали дальше Библию. И чтобы мы стали свидетелями того, что апостолы под водительством Духа написали. Ну, в смысле, чтобы мы стали носителями информации. Когда говорится во 2 Тимофея 2.2, этого нету, но помните, да, чтобы поднимать учеников, которые в свою же очередь, научившись, подняли бы и других. Там же не говорится просто о передаче информации. Это вот именно то, что и стало на самом деле, когда церковь стала носителем библейской информации. Вы знаете, есть такой стиль, на английском языке, в Америке, наверное, в Англии тоже. У нас его мало, потому что он не развит. Музыкальный стиль пения, госпел. Госпел — это Евангелие, евангельский. Слышали такое, нет? Мы все патриоты, мы все живем. Госпел слушаем. Ну хотя бы русскоязычный госпел слушайте, да, евангельские христианские песни, которые мы в церквях поем, и есть люди, которые еще сочиняют песни, которые, ну как сказать, светского такого, типа попса, типа христианская попса, да. И мне в одном фильме я увидел такой отрывок, где ехали люди в машине, там заиграла христианская музыка, и кто-то говорит, а мне эта госпельщина не нравится, переключи. Знаете, такая ревность как бы играет. Там, заслушались уже в своей Америке. У вас там, знаете, как у них даже этот есть, где Грэмми вручают мирским певцам, есть прямо подразделение госпел, где госпел певцам вручают свои награды. Вы вообще такие загадочные, я как будто с Луны прилетел, и о чем я вам вещаю, да? Смотрите, то, о чем Иисус говорил, это не говорилось о том, чтобы просто мы распространяли соседям, говоря, что Бог их любит, аминь, аллилуйя. Представьте свидетельство, может быть, мы с такими столкнемся, не знаю ли, когда вот тот, я сегодня, наверное, буду немножко вот как-то вот это живо очень, животопище, я вчера и сегодня его слушал. Когда он затрагивает людей, говорит, может, Бог дает слово знания, у тебя проблемы со спиной, могу ли я за тебя помолиться? Человек пугается, ты пугаешь меня, ты кто такой вообще? Откуда ты знаешь про мою спину? Не переживай, я христианин, вот ты еще больше пугаешь меня. Представляешь, когда говорят, я христианин, и человека пугает это. Почему? Потому что у той женщины муж был христианин, и во имя Иисуса прикладывался к ней. Как
это может быть такое вообще, да? Типа, он, наверное, ходил в церковь, она не была верующей, но он не разобрался со своей старой жизнью, он надел шкурку христианства, а все внутреннее у него, гнилое, оно осталось. И все, что она переживала с христианством, это муж, который во имя Иисуса прикладывался к ней. И когда приходит проповедник и говорит: я получил слово от Бога, у тебя спина, ты кто такой вообще? Ну и там надо просто дальше слушать, как просто Бог дает ему мудрости. И послушай, то, о чем сказал, знаете, даже сам читая, возвращаясь, мы же понимаем, что Иисус не сказал, что вы примете силу, что это будет сила только для того, чтобы открывать уста. Выучить, заучить места Писания и открывать уста, и хотя бы в этом рассказать людям о вечной жизни, о спасении, как сегодня говорят, что для чего нужна сила? Для спасения, там, для двигаться дальше, как бы, да, спасать людей, там еще какие-то вещи делать. Ну да, если мы соберем это все в кучку, это об этом и есть. Это являть Бога во всей полноте. То есть, что делал Иисус? Он распространял царство. Что он распространял? Он что, просто пришел как один из Рави, принеся новое учение? Написано, он ходил и там, как сказать, в Деяниях, по-моему, есть написано там, 38 стих, главу не помню. И одержим там дьяволом что-то, да? И Бог был с ним. Вот этот псалом такой поет. Да. То есть это ведь то же самое. Иисус сказал, вы будете делать то же, что и я. Но я сейчас к чему? Ведь мы же все понимаем о силе, он говорит о чудесах, он говорит о знамениях. Хорошо, Марка 16-15, чтобы быть аутентичным, адекватным, о чем мы говорим, как бы, да. Я примерно понимаю, что вы и понимаете, о чем я говорю. Но знаете, такое чувство, как пора проснуться, что от знаний перейти. А почему это не работает в моей жизни? Почему я где-то застрял, почему я завис, почему я где-то, если не боюсь, то почему где-то я опасаюсь даже уста свои уже открыть даже лишний раз. Марка 16-15 примерно говорит о том, о чем я имел в виду Иисус в Деянии 1:8. И сказал им: идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Знаешь, это не наша проблема, кто как примет Евангелие. Наша ситуация – это открыть уста и говорить. Пошлют ли тебя подальше. Знаешь, не все будут тебе «Вау!» говорить, когда ты скажешь «Бог любит тебя». Кто-то, может быть, знаешь, я обжегся или еще что-то. Кто-то, может быть, не захочет тебя слушать. Кто-то другого исповедания будет. Но Иисус не говорит здесь об этом. Говорит только тем, кто, знаешь, как бы принимает. Но когда ты будешь говорить, будет кто-то, кто веровать будет. И через веру еще примет это, будет спасен. Уж кто не примет, извини, на нем осуждение будет. И дальше 17 стиха. Уверовавших же. То есть вот те, которые уверовали. То есть не только ты и я, мы с тобой, которые уверовали, а те, которые по твоему свидетельству уверуют. То есть Иисус же, не, знаете, не ограничивается первой линией, да? Вот мы спаслись, кто в церкви, да, за эти годы. Мы с тобой первая линия, на самом деле. Первая линия обороны. Или первая линия атаки. У Бога еще знаешь, сколько людей здесь, которым нужно в этом городе спасаться, в этой республике? Аминь или не аминь? Аминь. Ну, мы же 25 лет уже об этом говорим. И слава Богу, кто-то спасается. То есть, если бы совсем не спасалось, мы тут сидели бы втроем, четвером, наверное, как бы, да. Дмитрий бы пел, мы бы смотрели, там, вы менялись бы там Олег Иванович, Слава Савич, я, Лена Лавгейна, и мы так смотрели друг на друга бы, и оставались бы одни. Но нет же. Мы же что-то делаем, и мы делаем не потому, что с кафедры говорится, идите проповедуйте, что вы здесь сидите, что вы сели тут между рядами, нас тут и так было немного, а сейчас еще меньше стало, проредили. Представляете, что мир делает, да? Прорежает церковь просто конкретно. Это знаете, как в книге Деяний. На них пришло давление. Вы знаете, какая там ситуация, когда на них давление пришло, их выгнали из Иерусалима. Они не разбежались на разных креслах, сели как бы в удалении друг от друга, маски одели, с санитайзерами помазались, все нормально. Ну, я как-то к нашей ситуации, да? Нам нужно, если нужно, мазаться и одевать, не вопрос. Пока благодать здесь собираться, по крайней мере, так. Но к тому, что когда их выдавили, а сегодня обстоятельства, знаете, выдавливают нас, то в Zoom, но благо собрались, насколько, не знаю, слава Богу, что есть. Но они, знаете, не разбежались снова по своим норкам. Да, нужно в Zoom, если у нас был только Zoom, если будет только потом Zoom или другие какие-то ресурсы. Но мы же не, нас же не загнали в тюрьму. Даже когда людей в тюрьму садят, они могут там проповедовать. Вы знаете, что есть, были люди, моравские братья, это сейчас где-то вот территория Австрии и Венгрии, по-моему, да, в тех краях была Моравия, и там были моравские братья.
жили на территории, в замке графа Цинцендорфа, который каким-то образом пришел к Богу там, через каких-то верующих, потом свой замок отдал под христианскую общину, и там были разношерстные вообще, знаете, как там, типа баптистов, миссианников, адвентистов, методистов, светлые Иеговы, всех туда запихали, и они там друг друга просто своими доктринами тыкали-мыкали, пока не пришли, доколе можно. Что любовь Христос в центре, Его любовь и погибающие люди. То есть, пока мы тыкаем друг друга, люди погибают. Пока мы здесь только знания получаем и учимся, мир. И тот Вайт говорит, для меня проведенный один день, когда я не говорю никому, да, это значит, кто-то уходит в ад. Это значит, ну просто услышьте это. В смысле, услышьте от него, по крайней мере. И тогда были люди, которые... Там была началась молитва, круглосуточная молитва этих моравских братьев. В этом поместье графа Цинцендорфа 100-летняя молитва. Я не знаю, какой из после 100 лет или посреди. Там поднялась очень сильная миссионерская волна. Это была волна духа. И люди миссионерами туда уезжали на острова. На там, какие-то командорские острова. Там, я здесь могу путать, потому что командорские, это, по-моему, у нас острова, да? Там Канарские острова какие-то. Нам на командорские надо придется поехать, да, или куда-то, где есть люди. Они уезжали туда, где было рабство, априори было рабство, в том смысле, что там нельзя было проповедовать рабам без разрешения хозяина. И чтобы проповедовать рабам, они добровольно себя отдавали в рабство. Я не знаю, как это, как механизм-то был, но они отдавали. То есть, а если ты отдал себя в рабство, все, ты остаешься там, ты пожизненно, только для того, чтобы донести Евангелие для людей в то свободное время, когда у них есть. Это тот дух, это дух Христов. Это, знаете, не просто какая-то выдумка. И вот они, эти уверовавшие, что их будет сопровождать? Знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И этот список можно было бы продолжать. Это список силы. Скажи сила. Сила. Это не просто знаешь, что ты сегодня собрался, это слава Богу, ты как-то себя не растерял, не растранжирил. Я записался, пошел на собрание. То есть уже запись, когда как-то мотивирует, как бы ты здесь. Но есть нечто больше, чем просто прийти на собрание. Я хочу немножко поговорить о той силе, которой Иисус говорил, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Я думаю, что большинство из нас, присутствующих здесь, вы крещены Духом Святым. И Дух Святой сходил на вас. И вы имели определенные какие-то переживания. Но Бог не хочет, чтобы мы остановились на тех переживаниях, которые мы имели однажды. Переживание какого-то огня, переживание любви Иисуса. Знаете, сегодня, когда мы пели, просто поклонялись, одна из картин, которую тоже хочу поделиться, которую увидел, да, знаете, я думаю, мы возвращаемся к этому, периодически говорим, но я думаю, что мы все-таки не настолько влюбленные в Иисуса. Может быть, вы, конечно, лучше, я не знаю, может, это моя дилемма, может быть, я грешник. В смысле, что могу сказать, я не настолько влюблен в Иисуса. Потому что если бы я был настолько, знаете, в голове не было, когда у нас на уровне Господь, еще какие-то еще и проблемы, там, тут финансовые, тут жизненные, тут здоровье, тут еще что-то. Я не говорю, что тебе не нужно насчет финансов, насчет здоровья, но часто очень заботы века сего, они заглушают любовь к Иисусу. Потому что я помню себя, когда я был влюблен в мою прекрасную принцессу, которая стала королевой. Я отлипнуть от нее не мог. Это какое-то, знаете, естественное состояние, когда ты просто хочешь быть рядом, не отходить, ты готов допоздна с ней ходить, ластиться, там, просто держаться за ручку, как бы, да. Ты только о ней вспомнил, утро настало, ты бежишь к ней, там, с цветочками, без цветочков, как бы. Ну, вспомните о своей влюбленности, просто физически вспомните. В смысле, кому есть вспомнить, по крайней мере. Кому-то, может, еще рано вспоминать, кто-то уже совсем забыл, может быть, да. Кто-то просто спит уже. Не смотри по сторонам, не смотри. Может быть, знаешь, состояние, когда церковь спит. Жених как бы грядет, он как бы стучится, да? Нам бы проснуться, как бы, знаете, найти путь встречи с ним, свечки, чтобы, знаете, спички под рукой были, маселка было, а мы спим. Я не знаю, как вы, вот, знаете, есть такое переживание, как будто дремота такая. Ну, нет, либо, проповедь, да, все нормально, хорошо. Еще братья здесь, как бы, нормально, хорошо. Знаете, как в том анекдоте, да, в притче, светом в церкви вырубили, брат просыпается посреди проповеди, темень такая, знаете, а проповедует дальше, как бы его не остановило как бы выключение света, и вдруг крик посреди зала, братья, сестры, помолитесь, ослеп.
Нет, ты не ослеп, ты заснул просто, слишком хорошо заснул. И знаете, сегодня вот есть такое переживание, как будто мы в такой какой-то глубокой дремоте. Мы вроде, знаете, живем, ходим, извините за такое сравнение, но знаете, в некоторых моментах мы как христианские зомби, как бы, да. Мы делаем все те же вещи, в церковь приходим, из церкви уходим, дела какие-то, но на работу идем, зарабатываем. Когда хожу уже, у нас уже зомби десятина уже привычка пришла, как бы, да. В смысле, как бы, но это не должно быть привычкой. Что-то должно встряхнуться в нас самих. Потому что мы где-то смотрим, о, там где-то там, я не знаю, там Колумбия, там, не знаю, где там еще где-то, вау, там происходит, ой, на ютубе, вот тот Уайт, и вот это его колбасит вообще, как бы. Ему даже некоторые говорят, тот, ну нельзя так, как бы, это, так вот, прям вот так вот. Ну ты так прям слишком, прям вот как-то, вот прям это. А он говорит, я говорит, в своей Библии по-другому не вижу просто. Тогда просто хочется сказать, а мы в Библии тогда что-то уже или не читаем, знаете, как вот здесь ты прочитал что-нибудь, уже знаешь, знаете, как есть люди мирские, одна, помню, работница прокуратуры такая, и я прочитала Библию один раз от корки до корки. И походу вообще там ничего не увидела, кроме галочку себе поставить. Я ее прочитала. Знаете, как надо однажды уголовный кодекс прочитать, там, я не знаю, там как сдать где-нибудь там в университете, там как что-нибудь, труд там прочитать. Вы знаете, я тоже прочитал труд Бердяева «Смысл истории». Вот бьюсь об заклад, хотя бы одного, если найду, веду ужином кормить, кто бы прочитал Бердяева «Смысл истории». Да, никто же, да? А я прочитал 2 раза. 2 раза. Знаете почему? Потому что с первого раза я ничего не понял вообще. Я читал как баран на новый ворот, этот философский, а начинал-то с Гегеля. Введение в философию. Даже не философия, введение. Это только, тебя только подвели к дверям, чуть приоткрыл, что заглянул. Там тебя еще не окунули во все это. Введение. Я до 30-й страницы мне хватило, и все, я понял, с Гегелем нам не по пути. Хотя я протестант, он протестант. Ну, немецкий этот уклад, как бы. Я вот Маркина стал понимать года через 4, когда он по-русски заговорил. Бердяева я понял, по крайней мере, со 2-го прочтения. Знаете, иногда мы читаем Библию, знаете, такое надо чувство, какое-то мы читаем и как бы хочешь самому сказать, ау, ты где вообще? Где откровение, где то, что мы читали, что возбуждало нас, чистый смысл, хотелось бежать, делиться, хотелось... Мы уже привыкли к Иисусу, мы привыкли к церкви, мы привыкли ходить на собрания, или не ходить в Zoom, или вообще не ходить. Ну, никто же не напрягает, как бы у нас же нет, что там галочку поставили. А, у тебя нет 4 галочек за этот месяц. Все, тебе минус бонусные баллы, короче, не получаешь, и, как-то в MLM и во всех остальных. Ну, да хочется, знаете, так прочеркнуть все это, прочесать, это все это. Ну, вот сетевой маркетинг, там успеем, там прибыль, там-то нам заработок идет, там бонусы идет. Блин, извините за выражение, а Иисус, как бы это, знаете, мы ставим даже не на уровень, как бы, MLM. Некоторые не понимают, что такое MLM. Но это сетевые такие структуры. По бизнесу, эти пирамиды финансовые. Вы люди, знаете, прокачивают финансовые пирамиды, если ты сюда вложишь, и христиане христиан там подписывают. Вы что, люди, вы о чем? Иногда Иисусу становится меньше, чем финансовые пирамиды и желание нас заработать, разбогатеть. У нас даже вроде как бы благочестивая идея, я хочу заработать, чтобы как бы вроде Богу, смотришь, уже он на работе, у тебя уже ни тебя не видно, ни твоей работы не видно. Уже, ну давайте будем честными. Потому что все это не потому, что сейчас я, знаете, с кафедры пытаюсь, знаете, зацепить каждого по чуть-чуть. Нас каждого, меня Бог хочет зацепить как проповедника, как служителя. Встряхнуть где-то. Потому что с вопросом, а где сила? Знаете, я думаю, что Бог спросит нас, а что вы сделали с моей силой? Что вы сделали с моим духом? Дух был дан, благодать дана, слово дано. Я не сегодня, чтобы, знаете, вас там пропесочить, как бы, и таким быть молодцом. Я сегодня, чтобы мы сами задали вопрос, что мы сделали с Божьей силой, где она вообще, куда мы ее спрятали. Давайте поищем, давайте по сусекам поскребем. Давайте просто посмотрим, что насчет силы говорит вот Писание, несколько мест Писаний, так быстренько. В Псалмах, прям в Псалмах хорошо. Псалом 45:2. Прям буду быстро читать, а вы там помечаете, там запоминаете ли. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Аминь. Бог это сила. Это не просто, знаете, что Дух Святой придет в книге Деяний, так должен был прийти, и Он даст вам какую-то силу. Он и есть эта сила. Дальше Псалом 83:6. Блажен человек, которого сила в себе, у которого в сердце стези направлены к тебе. Блажен человек, которого сила в тебе. То есть, знаете, как
обоюдно. Я черпаю силу от Него. И мои способности, они не сами по себе. Знаете, здесь написано, дары и призвания непреложны. Но знаете, проповедник, служитель, ученик Христов, если он без Бога, его все дары и призвания никому не нужны. Они или гордость подпитывают, или вообще ничего не подпитывают. Но дары должны связываться с Богом, от Бога получать подкрепление и действовать. Есть масса людей. Знаете, тот Вайт это один из примеров, что у нас не может быть своих, я не знаю сейчас, не то чтобы никого не обидеть, как бы кого-то назвать, чтобы сказать там, да, Зоя, допустим, Влада, Руслан, Вадим, Миша по братьям. Те, которых Бог может поднять и так пройтись, что дьяволу тошно будет. Ну, конечно, это здесь не сегодня, чтобы кого-то назвать, кто-то себе немножко некомфортно. Нет, но это в смысле, что на самом деле это каждый из нас. Каждый из нас может быть не как тот Уайт. Знаете, что делает тот Уайт? Тот Уайт пытается быть как Иисус. И все. Он читает Библию и пытается быть как Иисус. Все, что нам нужно, чтобы Иисус в нас, вот Он это сила, Он, чтобы в нас. Псалом 117, 14, Господь, сила моя и песнь, Он сделал своим спасением, Он моя сила. Если у нас что-то не работает, если у нас нет силы, вопрос, может быть, мы не подключены, может быть, мы не рядом. Где Господь? Где Его сила? Псалом 139, 8. Господи, Господи, сила спасения моего. Он не просто спасение мое, Он сила этого спасения. То есть я спасен, но в спасении есть сила, есть что-то еще. Мы получили что-то, но не раскрыли, возможно, эту коробку. Псалом 100, Иеремия 16 глава 19 стих. Господи, сила моя и крепость моя, прибежище мое в день скорби. Только вот эта часть, остальная часть нам не нужна. Господи, сила моя, крепость. Как сегодня Олег Иванович говорил, да, там вот местописание, что это как идет след, да, и богатство там, и слава, и там, что, страх Господень, да? Вечная жизнь. Знаешь, то, что когда с Богом, нам просто нужно понять, а сколько Бога в нашей жизни, а сколько с Богом мы проводим времени. А на самом деле мы наполняемся, мы, знаете, как вот ровно насколько, сколько ты позарядил там свой гаджет какой-то, столько ровно и хватает его. Если ты хочешь на 100%, ты держишь там его всю ночь или сколько он, да, может быть, нам не достает подзарядки, чтобы подзарядиться Христом. Время, которое мы могли бы взять в слове, взять проповеди, еще что-то, взять в общении друг с другом, больше, может быть, поклонения. Я не знаю, всего того, что Бог может дать и сделать через это. Аввакума 3:19. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. Он не просто, знаете, сила как таковая, вот есть где-то сила, да. То есть вот нам какая нам, как сказать правильно сейчас, что нам от электростанции, которая вот где-то стоит, там, она там крутит турбины, там вырабатывает что-то, да. А ты, ну и что? Так все, потому что если она не будет крутить, у тебя света в доме не будет, ты еды не сваришь, у тебя в холодильнике все протухнет, машинка стиральная стирать не будет. Ничего не будет работать, если у тебя не будет присоединения к той турбине. Ну, до кого-то доходит уже, по крайней мере, вижу, до кого-то доходит. Послушай, у нас есть вещи, которые в нашей жизни не работают. Знаете, почему Дух Святой не работает? Не потому, что Он не хочет. Или не потому, что мы не Бонихин, не Катрин Кульман, или не тот Уайт, или еще что-то. Потому что они, насколько могли, эффективнее, чаще, с жаждой. Сегодня мой позыв, сегодня мой крик о себе и о церкви. Чтобы мы начали вилку чаще втыкать, вилку нашего духа чаще втыкать в розетку Божью, в розетку Слова. Потому что это не вопрос в собрании, это не вопрос, что придет и подготовленный пастор, прокачанный, продуманный, там, да, там, и будет такое собрание, и там мы будем петь полсобрания, плясать, и меня накроет потом, и потом я уйду весь в мурашках, и будет вау вообще там, ух, прям замечательно. Нет, это может тебе хватить до понедельника, может быть, в лучшем случае. Это в том, чтобы ты вот так же дома в понедельник, и во вторник ты там, и я не знаю, там, и в среду ты проснулся там, и там на улицу вышел где-нибудь там в тайном месте или еще что-нибудь. Понимаете, это я образно пытаюсь, да? Это то, где бы мы вернулись к той жажде Бога.
Его слова и всего остального. Потому что хочется не просто смотреть, как свидетельствует тот Вайт, что Бог через его жизнь делает. Ну, я не знаю, я даже не за себя, как бы, да. Мне как бы, не то, что я пришел в следующий раз, там, о, я там ходил, я там благовествовал, и там вот это произошло. Чтобы мы друг другу, нам не хватило времени и возможности делиться всем, что Бог будет делать через тебя и через меня. Знаете, это как дети, они когда на улицу выходят, они дома такие, знаете, дети. Они только за порог вышли, дверь закрыли, шапку долой, волосы красивые свои, да, химическими завивками или чем-то, и с друзьями по улице. Вы знаете, я думаю, что это не совсем потому, что я, например, что Бог хочет, чтобы церковь была такая, не в смысле, что мы от Бога куда-то выходим, что если мы с церкви выходим, мы с собой что-то выносим. И тогда это, знаете, этот движок Божий, он будет работать. Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя. Но сегодня некоторые, да, это естественно, мы плачемся. Ой, у меня плечо болит, потому что здесь суставы, у меня ноги болят, у меня поясница болит. Наверное, потому и болит. У кого что говорит, тому болит, да, или наоборот. Давайте откроем. Давайте у меня вопрос такой. А сила для чего? Ну, в принципе, я спросил ему, для чего сила, как бы, да? То есть, ну, как бы еще раз, вот сила, которую Бог дал, что Дух Святой сошел, в сильном, в книге Деяний, да, 2 главе читаем, Он в сильном ветре сошел, и это сошло на них. Что мы читаем потом в каждой главе? Церковь растет, происходят чудеса, люди исцеляются, воскрешают из мертвых, тень Петра там, или Павла исцеляет людей. Помните об этом в книге Деяний? Вы когда-нибудь задавали же, наверное, вопрос, да, а когда это у нас будет происходить? Почему у нас это не происходит? Знаешь, когда ты задаешь вопрос, почему это не происходит у нас, типа как вот, типа в церкви, как, знаете, у меня даже жена такая немножко сердится, когда я немножко говорю о чем-то там неправильном, говорю, у вас это не работает. Так себя выделяю. Она не у вас, а у нас. То есть ты в этой семье, и значит, если не работает у нас, значит у тебя это тоже не работает. Ну, наверное, да, признаться, хотя мне иногда кажется, что у меня это работает, у вас не работает. Но это тогда мои, как бы, знаете, шарики за ролики, как бы, да, сам себе такой. Так, значит, церковь, когда у нас заработает? Я тебе скажу, у кого есть вопрос, когда у нас это заработает? Вот только трое, четверо. Все, больше никто не хочет знать. Все, извините, закрываем собрание. Все, делать нечего больше. Но если у вас есть тетя, если у вас есть вопрос, хотя бы внутри тайный такой, где-то, знаете, сокровенный такой, когда же это у нас заработает, я хочу вам искренне, прямо, со всей честностью сказать, это